Кто в Таджикистане обязан сдавать отпечатки пальцев? Если вы не преступник, не военнообязанный, не больной, не труп, вы этого делать не обязаны. Мы задались этим вопросом после заявления службы связи о том, что перерегистрация сим-карты, а вместе с ними получение нового паспорта с отпечатками пальцев, нужна для предотвращения преступных закононарушений, угроз терроризма и экстремизма. Коротко, согласно закону РТ о государственной дактилоскопической регистрации, статья 6 обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат лица, подозреваемые в совершении преступления, заключенные под стражу, обвиняемые, осужденные, а также лица, препятствующие установлению личности при совершении административных правонарушений. ЗРТ от 29 декабря 2010 года, номер 647. Принимаемые на военную службу, в правоохранительные органы, а также на работу на предприятия, учреждения и организации либо в их структурные подразделения, деятельность которых связана с повышенным риском для жизни их работников или особым режимом секретности, по перечню, утвержденному правительством Республики Таджикистан. Обратившиеся в органы внутренних дел по месту жительства для получения лицензии на использование огнестрельного оружия, которые по состоянию здоровья или по возрасту не могут дать информацию о своей личности. ЗРТ от 29 декабря 2010 года, номер 647. Проживающие в опасных чрезвычайных зонах, имеющих природные и техногенные свойства. ЗРТ от 29 декабря 2010 года, номер 647. Иностранные граждане и лица без гражданства, депортируемые с территории Республики Таджикистан. ЗРТ от 29 декабря 2010 года, номер 647. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Республику Таджикистан в поисках убежища, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации. Обязательной государственной дактилоскопической регистрации также подлежат трупы, личности которых не опознаны. Это мы к чему? А к тому, что на днях служба связи в официальном письме объяснила необходимость перерегистрации сим-карт на паспорта нового образца необходимостью взятия отпечатков пальцев каждого абонента. Напомним, юридическая компания Химуэ обратились в аппарат президента Таджикистана с письмом, в котором указала, что перерегистрация сим-карт на паспорта нового образца противоречит законодательству нашей страны. Аппарат президента это письмо отправил в службу связи, и служба ответила: для предотвращения преступных закононарушений, угроз терроризма и экстремизма, совершенных посредством мобильных телефонов, настала необходимость взятия отпечатков пальцев каждого абонента, говорится в письме, датированном 20 марта. В этом письме служба связи отвечает на запрос компании Химуэ относительно правомерности требования перерегистрации сим-карт на паспорта нового образца, о котором стало известно в феврале этого года. Она напоминает юристам, что взятие отпечатков пальцев каждого абонента в случае совершения негативных действий сильно содействует своевременному обнаруживанию преступников по отпечаткам пальцев. В связи с этим и по причине того, что паспорт образца 2014 года, ИД-карта, РЕД, позволяет взять отпечатки пальцев каждого абонента, появилась необходимость в новой перерегистрации абонентов мобильной связи, отмечается в письме. По словам юриста компании Химуэ Навруза Адинаева, они обратились в аппарат президента с письмом, в котором отметили, что на их взгляд изменения, согласно которым все сим-карты владельцев паспортов образца 1996 года должны быть перерегистрированы, противоречат нормам действующего законодательства. Эти изменения были прописаны в постановлении правительства «Порядок и требования подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» в феврале этого года.